Талко – визитная карточка промышленности Таджикистана. Таджикский алюминиевый завод – визитная карточка промышленности Таджикистана. Эти слова основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, наиболее точно отражают значимость промышленного гиганта в масштабах государства. Правительство страны прекрасно сознает значение Тадаза для экономики страны. Можно отметить, что успешная работа завода позволяет обеспечивать экономическую независимость и безопасность государства. Именно поэтому правительство поставило задачу определить реальную картину, которая складывается на Тадазе, определить реальное влияние, которое оказывает завод на экономику страны. Талко – один из крупнейших на пространстве СНГ и единственный в Центральной Азии производитель алюминия, подтверждая в течение многих лет репутацию одной из самых динамично развивающихся компаний Таджикистана, построенной на современном менеджменте и международной системе финансовой отчетности, стала олицетворением экономических реформ в Таджикистане. 31 марта компания отмечает свою 45-летнюю годовщину. В этот день, в 1975 году, на таджикском алюминиевом заводе была вылита первая алюминиевая чушка, положившая начало отсчету трудовой биографии промышленного гиганта страны. Таджикский алюминиевый завод «Тадаз» строил весь Советский Союз. Строительство алюминиевого завода в Таджикистане стало гордостью для жителей республики. Тадаз являлся градообразующим предприятием, на его базе разросся крупный районный центр Турсун-Заде. За счет завода строились дороги, поликлиники, детские сады и пионерские лагеря. У самого предприятия развилась уникальная и по сегодняшним меркам социальная сфера с лучшими в стране объектами социально-культурного назначения – жилыми домами, базами отдыха, медицинскими и детскими учреждениями. Таджикский алюминиевый завод строил весь советский народ. Стройка считалась интернациональной. В ней приняло участие более 60 представителей народов и народностей, прибывших практически из всех союзных республик. Она была гордостью Таджикистана. В одном комплексе, помимо таджикского алюминиевого завода, возводилось сразу несколько крупнейших предприятий страны. Вахшский азотно-туковый завод, Яванский химический комбинат, Душанбинский цементный завод и другие. Комплекс, получивший впоследствии название Южно-Таджикский территориально-производственный, превратил аграрную страну в индустриальную и на многие годы заложил прочную основу для дальнейшего социально-экономического развития Таджикистана. Мы гордимся, что до сегодняшнего дня на нашем предприятии сохранился дух интернационализма, где плечом к плечу продолжают вместе работать таджики, узбеки, русские, татары, немцы и люди других национальностей. Тадаз, преобразованный в 2007 году в таджикскую алюминиевую компанию «Талко», сегодня является крупнейшим промышленным предприятием страны, а алюминий – ее главный экспортный товар. Проектная мощность завода составляет 517 тысяч тонн алюминия в год, с выпуском 360 тысяч тонн обожженных анодов. Талко – это первый таджикский бренд мирового стандарта, чья продукция экспортируется во многие страны мира.
Турцию, Узбекистан, Японию, Китай, Западную Европу, США и другие. Компания ввела в действие отвечающие требованиям времени методы корпоративного управления таджикским алюминиевым предприятием. Изменился его устав. В созданный совет директоров и наблюдательный совет впоследствии вошли представители правительственных органов, парламента, дирекции компании и общественных организаций. Полномочия и ответственность членов наблюдательного совета предусматривают разработку стратегического плана развития Талко, усиление корпоративного управления и обеспечение прозрачности его деятельности. Практически сразу же после преобразования ТАДАС в таджикскую алюминиевую компанию началась активная работа по внедрению интегрированных систем менеджмента как наиболее действенных инструментов, позволяющих повысить результативность системы управления и тем самым способствующих совершенствованию деятельности компании в целом. В 2008 году Талко стала первой компанией в Таджикистане и в Центральной Азии, которая внедрила интегрированную систему менеджмента качества и получила сертификат ISO 9001-2008. В 2013 году Талко стала первым промышленным предприятием в Таджикистане и первым производителем первичного алюминия в Центральной Азии, получившим сертификат соответствия международной интегрированной системе экологического менеджмента ISO 14001-2004, обеспечивающей защиту окружающей среды от последствий экологически вредных технологий и процессов эксплуатации, потребления и утилизации определенных видов продукции. В 2013 году с целью осуществления комплексной диагностики системы управления охраной труда и производственной безопасностью и определения ее текущего состояния, Талко внедрила на предприятии систему менеджмента профессиональной безопасности и здоровья и получила сертификат соответствия международному стандарту ОХСАС 18001. В 2019 году таджикская алюминиевая компания успешно прошла ресертифицированный аудит на соответствие системы менеджмента компании международным стандартам ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 и ОХСАС 18001-2007. По результатам проверки было установлено, что система менеджмента компании поддерживается в действии, результативно и соответствует критериям аудита. Интегрирование систем менеджмента, которые отвечают требованиям одновременно нескольких международных стандартов 9001, 14001, 18001, ISO 45001, является перспективой для стабильного развития Талко. Принципиальной позицией таджикской алюминиевой компании всегда был и остается вопрос обеспечения транспарентности ее деятельности. Поэтому мы стали первым государственным промышленным предприятием в стране, инициировавшим проведение независимого международного финансового аудита. Важным выводом аудиторских отчетов, проводимых ежегодно с 2010 года аудиторскими компаниями Мур Стивенс, РСМ и БДО, и охвативших период с 2006 года по настоящее время,
является подтверждение прозрачности деятельности компании, конкурентоспособности тендерной структуры покупки и реализации ее продукции и соответствия международным стандартам. Рассматривая ситуацию в разрезе падения темпов мировой экономики и осложнения деятельности крупных производителей алюминия в условиях мирового экономического кризиса 2013-2016 годов, следует констатировать тот факт, что таджикская алюминиевая компания, понесшая в этот период наряду с другими алюминиевыми компаниями значительные убытки, сумела в последние годы кардинально ее изменить и получить чистую прибыль по результатам своей операционной деятельности. Важным выводом аудиторских отчетов в отношении Талко является подтверждение прозрачности компании, конкурентоспособности тендерной структуры покупки и реализации ее продукции и соответствия международным стандартам. Становление промышленного гиганта Таджикистана как компании современного типа происходило в весьма непростых для нее условиях. Финансово-экономические кризисы последнего десятилетия, носившие глобальный характер, повлекли за собой резкий спад производства, закрытие десятков предприятий по всему миру и многомиллионные убытки мировых производителей алюминия. Для Талко ситуация в этот период складывалась еще более сложно. Падение СССР повлекло за собой разрушение общесоюзной экономической системы. В новых и весьма непростых условиях таджикскому алюминиевому заводу предстояло осуществлять свое производство в условиях его трансформационного спада, связанного с переходом от экономики с центральным планированием к конкурентному рынку, наиболее болезненной частью которого являлась необходимость закупать и ввозить сырье в страну по мировым ценам. Резкое ухудшение социального положения работников завода привели к упадку их морального духа. В этот период важным событием для коллектива Тадас стал визит 31 марта 1995 года основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Эта встреча для многочисленного коллектива заводчан стала знаковой и послужила импульсом к сплочению всех сил, чтобы выстоять в это трудное время и сохранить предприятие от полной остановки. Период ухудшения конъюнктуры мирового рынка алюминия, возникшей из-за глобального финансово-экономического кризиса, трудовой коллектив компании ощутил на себе и высоко оценил заботу, проявленную основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном. В ходе рабочего совещания в декабре 2013 года, учитывая значение таджикской алюминиевой компании в национальной экономике и ее большую социальную роль,
Глава государства дал прямые и конкретные указания министерствам и ведомствам страны принять действенные меры по нахождению путей государственной поддержки Талко, что нашло свое отражение в январе 2014 года в постановлении правительства Республики Таджикистан. Фактически, с момента обретения статуса компании в 2007 году Талко пришлось работать в жестком антикризисном режиме, а ее руководству и специалистам приложить немало усилий и предпринять все возможные меры для реализации стратегически важных решений, направленных на восстановление производственных мощностей, сокращение расходов, оптимизацию производства и сохранение конкурентоспособности Талко на мировом рынке алюминия. На предприятии был введен особый режим снижения издержек обращения. К примеру, если издержки производства в 2010 году составляли 790 миллионов самани, то в 2015 году они сократились до 565 миллионов самани, а с учетом курсовой разницы в 2 раза. Осуществленный Талко в 2015 году ввод в производство огнеупорных изделий, кирпича разных марок, кварцита, 97% графита, а также жидкого стекла, позволил компании ежегодно экономить 20 миллионов самани. Алюминиевое предприятие несло большие финансовые потери из-за длинных транспортных плеч вследствие его географической отдаленности от источников основных видов сырья и высоких тарифов железной дороги соседних государств. Транспортный фактор оказал значительное влияние на увеличение себестоимости производимой таджикской алюминиевой компанией продукции, доля которого составила более чем 30%. В этой связи Талко предприняла ряд мер по диверсификации в сфере транспорта. Наиболее эффективной стала организация экспорта алюминия автомобильным транспортом в направлении портов Турции, Ирана и Грузии, что позволило снизить тариф на каждую тонну перевозимого груза на $50–70. После отключения в 2012 году подачи газа из соседнего Узбекистана, таджикская алюминиевая компания произвела на своем предприятии монтаж и запуск 5 установок по синтезированию газа из местного угля. Организация собственного производства синтезированного газа привела к ежегодной экономии $15 миллионов США, и за 6 неполных лет компания сэкономила около $100 миллионов США и полностью обеспечила потребности алюминиевого завода в газе. В рамках реализации стратегии Талко по созданию базовых условий самообеспечения предприятия основными и вспомогательными компонентами для производства алюминия в июне 2012 года на базе компании было создано общество с ограниченной ответственностью Талко Ресурс, основной задачей которого является добыча полезных ископаемых и обеспечение промышленных предприятий страны, включая алюминиевое, местным углем. По прямому поручению основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, для обеспечения производства Талко и других промышленных предприятий республики, правительство страны в марте 2013 года выдало компании Талко Ресурс лицензию на разработку и добычу высококачественного угля на 2 участках – Джиджи-Крут и Конте, местонахождение фон Ягноб Айнинского района Сагдийской области Таджикистана. Компания в течение 3 лет осуществила реализацию программы по использованию производственных мощностей Республики Таджикистан, основной целью которой являлось вовлечение отечественного промышленного потенциала в систему производства алюминия.
По итогам реализации данного проекта свыше 60% всего оборудования и комплектующих изделий, необходимых для обеспечения производства алюминия, изготовлялось на базе отечественных предприятий, что значительно сократило расходы компании, повысило ее производительность и рентабельность. Задействование Талко промышленных мощностей Таджикистана оказало позитивное влияние на развитие порядка 40 отечественных предприятий через их производственную и финансовую поддержку. Часть из них была практически заново реанимирована после длительного простоя из-за сложившейся на тот момент кризисной экономической ситуации в стране. В этих условиях жизненно важным фактором стало создание свыше 4000 новых рабочих мест. По программе развития Талко, направленной на создание в Таджикистане предприятий по переработке отечественного алюминия, в сентябре 2011 года компания-партнер Talco Management построила в Душанбе и сдала в эксплуатацию один из самых крупных заводов Центральной Азии по производству кабельно-проводниковой продукции Talco Кабель с общим ассортиментом, насчитывающим порядка 420 наименований. Предприятие имеет необходимую технологическую базу. Оно оснащено современным оборудованием ведущих мировых производителей Сиктра, Италия и Майлифер, Финляндия. В церемонии открытия предприятия Talco Кабель принял участие основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. На базе таджикской алюминиевой компании в 2009 году был образован научно-исследовательский институт металлургии, цель которого заключается в проведении научных исследований и разработке научно обоснованных инновационных технологий по переходу Талко на местное минеральное сырье, снижение негативного воздействия его производственных отходов на окружающую среду, усовершенствованию технологических процессов, разработке конструкций технологического оборудования для электролизного и анодного производств, а также производства втористых солей компании Talco Group. Институт является правообладателем 19 малых патентов Республики Таджикистан и 3 евразийских патентов на изобретение, внедрение которых в производство внесло существенный вклад в экономическое развитие страны. За плодотворную изобретательскую и научно-производственную деятельность НИИ металлургии был удостоен высокой награды Евразийской патентной организации золотой медали Блинникова за вклад в изобретательское и патентное дело. С приходом в 2016 году нового руководства Узбекистана сотрудничество таджикской алюминиевой компании с соседней страной получило новое конструктивное качество. 27 сентября 2018 года основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, посетили таджикскую алюминиевую компанию, где ознакомились с процессом производства алюминия. В 2018 году Talco возобновила закупки природного газа в соседней республике. Другим конкретным шагом Talco к установлению взаимовыгодных партнерских отношений с бизнес-структурами Узбекистана стало создание в мае 2019 года общества с ограниченной ответственностью совместного предприятия Talco Узавтотрак, учредителями которого стали дочернее предприятие Talco Алюминсохтмон и узбекская компания Узавтотрейлер. Таджикская алюминиевая компания предоставила Talco Узавтотрак полностью оборудованные производственные площади на территории своего предприятия. Основной деятельностью совместного предприятия является выпуск грузовых автомашин «Самосвал».
В настоящее время Талко инвестирует средства в безопасные технологии, создает новые и модернизирует существующие производственные активы. Сегодня компания вынуждена затрачивать значительные средства на ремонт изношенного и морально устаревшего оборудования. В последние 10-15 лет в алюминиевой промышленности произошло кардинальное изменение технологии производства алюминия. Руководство компании разработало и приступило к активному внедрению стратегии развития отечественной алюминиевой промышленности через реализацию целевых инвестиционных проектов Талко. Один из них – это поэтапная и полная модернизация алюминиевого производства и его перевод на новые современные технологии. Программа модернизации позволит в среднесрочной перспективе обновить основные фонды, заменить устаревшее оборудование на современное энергосберегающее, обеспечить перевод электролизного производства на новые современные и безопасные технологии, восстановить производственные мощности предприятия и в ближайшие годы значительно увеличить производство алюминия. Для решения этой задачи Талко располагает необходимым потенциалом. Программа включает в себя модернизацию первой, второй, пятой и шестой серии электролизного производства. Это 2/3 всего электролизного парка предприятия. На первой серии будет модернизировано 196 электролизных ванн мощностью 175 килоампер с годовым производством первичного алюминия 80 тысяч тонн. После модернизации первая серия будет работать с системой автоматической подачи глинозема. Объем выпуска алюминия с каждого электролизера в сутки повысится на 6-15%, а средний срок службы электролизной ванны увеличится до 5 лет. В наших ближайших планах провести модернизацию второй серии, где будут установлены 216 ванн мощностью 240 килоампер и годовой производительностью 140-142 тысячи тонн первичного алюминия. Реализация проекта будет осуществляться в 2 этапа с установкой по 108 электролизеров с годовой производительностью по 70 тысяч тонн первичного алюминия на каждом этапе. иморатҳои 9 ва 10 ва силсилаи шашум иморатҳои 11 ва 12 корхонаи... Модернизация электролизного производства 5 и 6 серии таджикского алюминиевого предприятия будет производиться в 3 этапа с монтажом и запуском новых электролизных ванн мощностью 255 килоампер, общее количество которых будет 432 штуки по 216 ванн в каждой серии. Производственная линия электролиза будет полностью автоматизирована, а ее мощность составит 300 тысяч тонн в год. агар айни замон нерӯи барқи истеъмолшаванда дар электролизерҳои амалкунанда... Если нынешнее электропотребление используемых на предприятии ванн 160 и 175 килоампер составляет 22,5 тысячи киловатт, то на новых электролизных ваннах, отвечающих высоким международным стандартам, на первой серии этот показатель снизится до 14,9 тысяч киловатт, на второй серии до 13,9 тысяч киловатт, на 5 и 6 сериях до 13,5 тысяч киловатт. Помимо электроэнергии произойдет существенная экономия и основных видов сырья – глинозема, криолита, втористого алюминия и анодов. Общая экономия при производстве 1 тонны алюминия после внедрения новой технологии составит $300 США. Дополнительно будут обеспечены постоянной работой 1500 человек. После модернизации Талко перейдет на современное автоматизированное оборудование для производства алюминия.
Затраты на электроэнергию и другие виды производства сократятся почти в 2 раза. 94% алюминия будет высокого качества – А7 и А8. 94% истеҳсолоти умумиро ташкил менамоянд. Реализация программы модернизации позволит значительно увеличить выпуск первичного алюминия, доведя производственную мощность предприятия на первом этапе до 1 миллиона тонн в год. Другим целевым проектом таджикской алюминиевой компании, по масштабности и стратегическому замыслу, ничем не уступающим планам индустриализации Таджикистана, стоявшим перед страной при создании Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса, стала реализация программы по переходу на местные сырьевые ресурсы. Программа Талко по импортозамещению не только направлена на решение проблем минимизации внешних рисков и обеспечения конкурентоспособности продукции компании, но и в общем плане экономических перспектив Таджикистана она является конкретным существенным вкладом в подъем горнодобывающей и химической промышленности страны, стимулирует создание нового отраслевого направления энергометаллургического, дает толчок строительству более десятка крупных промышленных объектов и созданию тысяч и тысяч новых рабочих мест, тем самым оказывая прямое влияние на развитие инфраструктуры ряда регионов республики и повышение их экономического и социального статуса. За последние 10 неполных лет таджикской алюминиевой компанией были построены и введены в строй новые производственные объекты. Создано несколько совместных компаний и предприятий. Сегодня Талко – это уже группа компаний, оказывающих прямое влияние на развитие таджикской алюминиевой отрасли. Талко Ресурс – горнодобывающая отрасль. Компания Талко Ресурс добывает примерно 400 тысяч тонн угля в год и в зависимости от потребностей рынка в этой продукции может увеличить ее добычу в несколько раз. С момента своего создания в 2012 году объем добытого угля составил около 2 миллионов тонн. На сегодняшний день Талко Ресурс обеспечивает углем Таджикский алюминиевый завод, Талко Chemical, ТЭЦ-2 города Душанбе, Яванский и Душанбинский цементные заводы и ряд других предприятий страны. В связи с увеличением коэффициентов скрышных работ при добыче угля открытым способом, что влечет за собой большое повышение затрат, компания Талко Ресурс приняла решение начать работы по переходу на подземный способ разработки месторождений на участках Конте и Джиджи-Крут. Талко Chemical – химическая отрасль. В рамках реализации проекта создания таджикской химико-металлургической корпорации Талко Chemical в сентябре 2016 года было завершено строительство 3 крупных промышленных объектов: заводов по производству криолита, производительность 12 тысяч тонн в год, втористого алюминия 18 тысяч тонн в год и серной кислоты 130 тысяч тонн в год на территории Яванского района. Компания Талко Chemical с 2017 года начала осуществлять поставку своей продукции на таджикское алюминиевое предприятие и экспортировать ее в Россию, Азербайджан и Казахстан. По разработанной научно-исследовательским институтом металлургии Талко технологии, здесь налажен промышленный выпуск отечественного коагулянта по очистке воды, который по своим свойствам не уступает импортным. Сегодня эта продукция полностью покрывает потребности столицы Таджикистана, города Душанбе. Талко Chemical намерена также наладить коммерческий сбыт на внутренний рынок побочных продуктов криолитового завода – гипса, годовой объем которого будет составлять 75 тысяч тонн. Талко Флюорит – горнодобывающая отрасль. В рамках обеспечения сырьевой безопасности заводов по производству криолита и втористого алюминия, компания Талко Флюорит осуществляет на базе Токопского горно-обогатительного комбината добычу руды и ее переработку на обогатительной фабрике для получения флотационного флюорита 97-98%. Если в советское время на этом горно-обогатительном комбинате производили добычу руды не более 3,2 тысячи тонн в год, то сейчас более 30 тысяч тонн.
Талко-Флюорит в 2019 году начало строительство еще одной горно-обогатительной фабрики на месторождении Казнок в Айнийском районе, для чего осуществлена закупка и поставка в Таджикистан нового оборудования. Обогащение руды составит 150 тысяч тонн в год. Выход концентрата флюорита 97% 40 тысяч тонн в год. На базе нового предприятия будет создано порядка 300 рабочих мест. Талко Голд – горнодобывающая отрасль. В апреле 2017 года для реализации инвестиционного проекта освоения Кончочской группы месторождений была создана компания Талко Голд. Целью проекта является создание в Центральном Таджикистане на базе разведданных запасов руд промышленных мощностей, объединенных в единый производственный комплекс, строительство шахт, колодцев, плоских камер, наклонных скважин, наклонных трасс и применение других методов разведки месторождений полезных ископаемых. Строительство обогатительной фабрики с вводом в эксплуатацию раздельных производственных линий по обогащению золота и сюрьмы. Строительство и ввод в эксплуатацию металлургического завода для извлечения аффинажа металлов золота, сюрьмы, серебра, ртути и других. По предварительным расчетам, общие запасы Кончочской группы месторождений составляют: сюрьма – 264 616 тонн, флюорит – 76 650 тонн, золото – 49,9 тонн, серебро – 59,44 тонн, ртуть – 1197,1 тонн. 24 июня 2018 года состоялась официальная церемония начала строительства в Айнинском районе производственного комплекса Талко Голд, на которой принял участие основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Производство золота сюрьмы планируется наладить к середине 2020 года. Примечательным является тот факт, что объем производства Талко Голд сюрьмы в перспективе составит более 10% от ее мирового производства. А с учетом консолидации деятельности компании с акционером АО «Тибетская горно-промышленная компания» Хуаюй будет составлять более 27% мирового рынка этой продукции. Ввод новых производственных мощностей позволит создать более 600 рабочих мест. Руководство компании действует на основании указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. И постоянно работает над развитием деятельности, модернизацией производства, используя самые передовые технологии, поиска новых потенциальных торговых партнеров, что непосредственно служит развитию национальной компании. Талко в настоящий момент является горно-металлургической и химической корпорацией. Таджикская алюминиевая компания сегодня 45 лет. Как вы знаете, мы были основными производителями алюминия в Центральной Азии. На сегодняшний момент, за последние 3 года, мы из производителя алюминия превратились в глобального игрока. Мы стали химической корпорацией, горнорудной корпорацией. Мы впервые в истории СНГ начали производить синтетический газ на основе местного угля. То есть наша компания Талко Ресурс является одним из крупнейших угольных компаний страны. На сегодняшний момент заканчивается строительство горнообогатительного комбината, это компания Талко Голд, который постепенно становится одним из ведущих игроков на рынке сурьмы. Практически больше 20% мирового рынка сурьмы будет обладать наша компания. Кроме этого, мы будем производить до 2,5 тонн золота и серебро, селениум и другие продукты. То есть после этих стратегических изменений в компании мы превратились в большой кластер с разными направлениями и в угольной отрасли, в химической отрасли, и в производстве алюминия. И будет обеспечено практически 15 тысяч новых рабочих мест.
И в ближайшей перспективе компания Talco или группа компании Talco становится одним из ведущих игроков, ведущих компаний в горнообогатительном, алюминиевом и химическом отрасли. Как вы знаете, Таджикистан обладает значительными ресурсами, гидроэнергетическими ресурсами, и по исследованиям мы можем производить 527 миллиардов киловатт-часов. На сегодняшний момент производится всего лишь практически 6% этого потенциала. И основная миссия нашей компании заключается через переработку алюминия, через производство алюминия обеспечить производство, глобальное производство электричества и продажи его на мировых рынках. Это структурно будет менять полностью экономику Таджикистана, от этого получит дивиденды национальная экономика, улучшение жизненного уровня населения, обеспечение занятости. Это все направлено на то, чтобы таджикская гидроэнергетическая отрасль совместно с алюминиевой отраслью превратились в глобального мирового. Talco – визитная карточка промышленности Таджикистана.